Сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, «Самту хикма, ва калилун фа'илу». Молчание – это мудрость, но мало кто делает это. Хадис, который привел Байхаки в Шуаб, говорит о Расхаляне со слабым иснадом, бисанадин даиф. И говорит, сказал, что он достоверный, как маукуф от Анаса, и Анас привел слова Лукмана аль-Хакима, то есть мудрого Лукмана. Итак, это слова кого? Не пророка алейхиссалату вассалам. Это слова Анаса, он рассказывает, что говорил мудрый Лукман. То есть передает одно из слов, которые произнес кто? Лукман аль-Хаким, мудрый Лукман. Так сказано, «Самту хикма», молчание – это мудрость. Что такое мудрость? Мудрость – это поставить каждую вещь на полагающееся ей место. И воистину, кому дана мудрость, тому дано великое благо. Кому дана мудрость, тому дано великая благоспособность каждую вещь поставить на свое место. وَقَلِيلٌ فَعِلٌ, но мало кто делает это. Смотрите, «Калилюн фа'илу». «Фа'илу» здесь муптада. «Калиль» хабар. Хабар вынесен перед подлежащим. Сказуемо перед подлежащим. Почему? Почему? Чтобы указать, насколько мало таких людей, которые соблюдают это правило. Ас-самту хикма. Молчание, мудрость, но мало кто соблюдает это, делает это. Вне всякого сомнения. Молчание, соблюдение молчания лучше, чем произносить слова, которые являются вредными или являются несостоятельными, хорошо, или являются просто бесполезными. Или человек сомневается, полезно оно или не полезно. Хорошо? То есть слова, которые человек не знает, полезно или не полезно. Или они являются бесполезными. Или они являются вредными. Хорошо? Вместо того, чтобы произносить эти слова, лучше молчать. Это, безусловно, это так. Как правило, слова, которые мы произносим, зачастую мы не знаем, полезны эти слова или бесполезны, к месту они или не к месту, есть в них толк или нет в них толка. Как правило. Если человек будет молчать в таком случае, ведь ты же не знаешь, есть в этом польза или нет. Если ты будешь молчать, то ты спасешься. Это действительно мудрость. Но эти слова не относятся, этот хадис не относится к словам пророка, алейхиссалату вассалям, как указал автор, рахимахуллаху та'аля, сказано, что это Анас передает их, говоря, что это слова Лукмана аль-Хакима. Можем ли мы сказать, что это действительно слова Лукмана аль-Хакима? Нет, не можем сказать. Почему? Потому что у нас нет иснада до Лукмана аль-Хакима. Может, он сказал, может, нет. И это не подтверждено пророком, алейхиссалату вассалям, и не сказано в Коране. В Коране приводятся некоторые слова Лукмана аль-Хакима, мудрого Лукмана. Относительно этих слов мы можем сказать, что, и не можем, а обязаны сказать, что это да, это слова Лукмана, это является истиной, это достоверно. Что касается данных слов, у нас нет доказательств, что это достоверные слова Лукмана аль-Хакима. Если они не подтверждаются Кораном и Сунной, эти слова, и вообще нечто, касающееся событий прошлого, или высказываний людей, живших раньше, если это не подтверждается Кораном и Сунной, что наша позиция какая? Воздержание. Воздерживаемся от чего? От суждения, действительно так или нет. Сказал ли Лукман аль-Хаким эти слова, или не сказал Лукман аль-Хаким эти слова. Если подтверждается Кораном и Сунной, тогда мы обязаны подтверждать. Если противоречит Корану и Сунне, сказанное, переданное, тогда что? Обязаны что? Отвергать. А если не подтверждается и не отрицается, тогда мы говорим что? Говорим Аллаху а'лям. И не отвергаем, и не подтверждаем. Эти слова, являются ли эти слова правильными в любом случае? Распространяются ли они абсолютно на все ситуации или нет? Мы скажем нет. Если ты видишь мункар, если ты видишь порицаемое, если ты видишь грех, совершаемый людьми, неужели правильно для тебя молчание? И ты скажешь, молчание – мудрость, но мало кто это делает, и будешь молчать. Ты видишь, как попираются права Аллаха Субхану Тааля, как человек произносит ересь, слова, искажающие религию Аллаха Субхану Тааля, и скажешь, ас-самту хикма, молчание – мудрость. Нет. В таком случае, наоборот, хайр, благо это сказать, это отличительное качество этой уммы, порицание мункара.
Со всеми условиями, конечно, порицания мункара, о которых мы говорили с вами раньше. Или, например, знание. У человека есть знание полезное, Курана и Сунны. Может ли он сказать молчание мудрость и не передавать знания и молчать? Нет. Почему? Потому что если человек скрывает знания, то на него будет одета узда из адского огня в судный день. Ты не имеешь права скрывать шариатское знание, если Аллах тебе дал это знание. Не имеешь права скрывать. Почему? Потому что наказание за это надевание узды из адского огня, да упасет Аллах субхану тааля от этого. Поэтому эти слова ас-самту хикма, молчание, мудрость, они не являются что абсолютно правильными. Они применимы когда? Когда мы сказали слова или вредные, или человек не знает, полезные они или вредные, хорошо, или слова бесполезные. Да, в таком случае молчание – это мудрость. Но мало кто делает это, сказано здесь. Да, это действительно правильно. Очень мало кто следует этим путем. Очень мало кто действительно может молчать. Большинство людей любят разговаривать. Большинство людей любят что-то обязательно говорить, а не соблюдать молчание. И даже бывает человек вообще в этом вопросе не сведущий. Или есть тот, кто более сведущий. Но почему-то этот человек начинает говорить, не позволяя говорить, не предоставляя слово тому, кто знает. Пример этого. Бывает, сидят люди, которые не являются искателями знаний, не являются знающими, и сидят в этом же кругу обладатели знания или искатели знаний. И, например, задается вопрос. Человек поел мясо верблюда. Человек поел мясо верблюда. Хорошо. Не знал, что это мясо верблюда. Или забыл, что это мясо верблюда. Совершил намаз после этого. Хорошо? То есть он совершил намаз, перед этим он поел мясо верблюда. И забыл или не знал. Как быть? Задается такой вопрос, предположим. Тут же кто-то из людей, у которых нет знания, опережает всех и говорит: Аллах ясно сказал в Коране: Раббана ля туахизна ин насина вахтану, Господь наш, не взыскивает с нас, если мы забыли или ошиблись. При этом есть люди, которые знают, как правильно ответить на этот вопрос. Что мы скажем в таком случае? В таком случае такому человеку и в подобных ситуациях людям, что правильно? Молчать. Именно почему-то, когда речь заходит о вопросах религии, удивительно. Если зайдет речь о каких-то, например, механизмах, о компьютерах или еще о чем-то, никто не начинает умничать. А что человек думает: ну что я могу сейчас сказать, я же ничего не понимаю в этом, и будет молчать. Хорошо. Но когда речь заходит о вопросах религии, почему-то все становятся специалистами, и все считают своей обязанностью что-то сказать и высказать свою точку зрения. Хотя это гораздо опаснее, это страшнее, потому что ты своими этими словами невежественными можешь уничтожить чью-то религию, сбить кого-то с пути, аль-язу билля. Поэтому многие люди действительно разговаривают там, где они должны молчать, забывая этот принцип, что молчание – это мудрость. И забывая слова пророка, алейхиссалату вассалям: кто верит в Аллаха в судный день, пусть либо говорит благое, либо пусть молчит.